Добрый день! Привет, ребята! Вас приветствуют участники отряда юных инспекторов движения города Казани. Мы начинаем наш веселый, Познавательный, открытый урок. Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем. Для начала давайте определимся, кто такой пассажир. А у нас рубрика «Автословарь». Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, на нем, а также лицо, которое входит в транспортное средство, садится на него, или выходит из транспортного средства, сходит с него. У меня есть идея. Какая? Мы столько раз давали нашим зрителям творческое задание, что мне тоже очень захотелось. Кажется, я догадываюсь. Предлагаю вместе с ребятами нарисовать комикс на тему правил поведения для пассажиров. Здорово ты придумал. Перечислим правила и нарисуем комикс. А наша волшебная книга его оживит. Ребята, идите все сюда. А у нас рубрика «Сделай сам». Ребята, вы бываете не только пешеходами, но и пассажирами. Наверняка вы ездите в автомобиле с родителями и на общественном транспорте. Запомните несколько основных правил безопасного поведения. Маршрутный, или как его еще называют общественный транспорт, это автобусы, троллейбусы, трамваи. Все то, что едет строго определенным маршрутом через конкретные остановки. Ожидайте маршрутное транспортное средство только на специально оборудованной остановочной площадке. При ее отсутствии только на тротуаре или обочине. Ни в коем случае не на проезжей части. Подходите к двери для посадки только после полной остановки маршрутного транспортного средства. Держитесь за поручни. При наличии свободных мест садитесь. Не высовывайтесь из окон. Ну и, конечно же, нельзя мусорить. Выходите из маршрутного транспортного средства только после полной остановки. Не толкайтесь и не отодвигайте других пассажиров. Проходите спокойно, не задерживайтесь при выходе. Ни в коем случае не отвлекайте водителя. Будьте вежливы, уступайте места пожилым людям. Личный автотранспорт. Перед началом движения необходимо убедиться в исправности ремней безопасности и правильности установки детского удерживающего устройства. Дети до 7 лет должны находиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту. На переднем сидении автомобиля дети от 7 до 12 лет также должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту. Садиться в салон автомобиля нужно со стороны тротуара. Напоминаем, что нельзя отвлекать водителя разговорами и тем более мешать ему. Отстегивать ремень безопасности или ремни детского кресла можно только после полной остановки автомобиля. Не выходите из салона автомобиля, пока это не разрешит сделать водитель. Перед выходом убедитесь, что при открывании двери никому не создается помех, ни пешеходам, ни стоящим рядом транспортным средством. Молодцы, ребята! Отличный комикс у нас получился. Давайте еще раз перечислим правила для пассажиров. Ребята, мы предлагаем и вам нарисовать комикс на тему правила поведения для пассажира. А самые интересные из них мы оживим и покажем на портале sokla.ru. На этом наш урок закончен. До свидания, ребята! До новых встреч! Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем.